Величественные проспекты, современные небоскребы, длинные улицы с многочисленными парками и зонами отдыха, добродушные и гостеприимные жители. Именно таким сегодня знает Грозный практически каждый житель страны. Совсем скоро эта жемчужина Кавказа отпразднует свое 200-летие. План масштабный, и он уже утвержден. В нем 3 раздела и 46 мероприятий, основные из которых запланированы к реализации в 2017 году. Культурно-массовые акции, реставрационные работы на 12 объектах культурного наследия и ремонт исторических зданий. Все эти детали стали известны после заседания оргкомитета под председательством вице-премьера России Александра Хлопонина. На реализацию запланированных мероприятий из федерального бюджета будет выделено 258 миллионов рублей, около 15 миллионов заложено в республиканском бюджете. На данном совещании заместителем председателем правительства Российской Федерации были даны четкие указания Министерства финансов, Министерства экономического развития Российской Федерации о выделении денежных средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации для празднования 200-летия города Грозного. Встреча прошла плодотворной, и соответствующее было дано указание Министерству культуры Российской Федерации дополнительно об организации следующего заседания оргкомитета и определении конкретного направления по празднованию. Ожидается грандиозный праздник и ожидается большое количество гостей, как и с регионов Северного Кавказа, в принципе, со всей России и зарубежья. За 200 лет Грозный пережил все этапы становления и развития. Крепость, которая переросла в небольшой провинциальный город, ставший затем промышленным центром края. Семимильными шагами развивалась культура, рос промышленный комплекс, строились учебные заведения и другие социально значимые объекты. Более того, Грозный был многоконфессиональным городом. Город в 2017 году, когда были революционные события, тоже активное участие принимал в революционной борьбе. И здесь разворачивались трагические события, это 100-дневные бои против Деникина. Грозный стоял за советскую власть, можно сказать. Потом 30-е годы, это возрождение экономики, индустриализация, сейчас, как говорят, модернизация. Это Грозный становится вторым Баку. Здесь развивается нефтекомплекс, мощный нефтекомплекс, который сыграл свою значительную, надо сказать, роль в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны столица Чечни и грозненцы внесли свою лепту в оборону южных рубежей Союза. От немецких бомб пострадала инфраструктура города и промышленный комплекс. Заслуженную награду пришлось ждать долго. И только весной 2015 года Грозному присвоили почетное звание «Город воинской славы». События 90-х разрушили практически до основания второй по величине город на юге страны. Сегодня же Грозный можно смело назвать городом будущего. Вся история города сжалась как в пружину. И она насыщена такими событиями, о которых я говорила, что для провинциальных русских городов, таких, которые прозябают и где там даже не замутится вода. Здесь в динамике, здесь такие события, просто кружится голова, как говорится. И каждый этап – это готовая диссертация, нужно изучать, смотреть. Еще одна улица, которая тоже впритык, она была к крепости Грозной, это улица Пушкина. Но свое название она получила гораздо позже. Вообще есть такая... Мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин был в Южной Ссылке. Он написал свое знаменитое литературное произведение «Путешествие в Арзун», где он описывает, кстати, нашего с вами легендарного героя Бейбулата Таймиева, «Грозой Кавказа». И говорят, что где-то приблизительно в этом районе Александр Сергеевич Пушкин ночью втайне встречался с декабристами. Это история, которая сегодня литературоведы немногие поддерживают, но часть литературоведов складывается к тому мнению, что действительно Пушкин был в крепости Грозной. И в память о тех событиях у нас в Грозном и была установлена эта табличка тем, что назвали улицу именем Александра Сергеевича Пушкина. Таких историй про Грозный Сацита Исраилова знает много. Таким особым, необыкновенным колоритом старого города, по ее мнению, обладает именно эта часть столицы, где пересекаются улица Первомайская, ныне Шейха Али Митаева, и улицы Гайбекова и Ларсанова. Любит часто сюда приходить. Это были первые улицы Грозного, которые на тот момент вплотную прилегали к крепости. Дома здесь все были одноэтажные, что немаловажно, они отличались друг от друга своим дизайном.
получается, что это сегодня это историческая часть города, и вот она очень, какая-то часть этой улицы сохранилась, она и по духу сохранилась, и, наверное, именно поэтому она горожанам очень многим она близка, особенно тем, кто любит старый город, вот, например, я, которая прекрасно помню город до того, как он разрушился, конечно, я прекрасно помню эту улицу. Я очень люблю наш город, я его люблю сегодня, что он такой современный, он совершенно изменился. И если, как мы с вами говорили, в начале 20 века, разные стили, разные направления, то у нас сегодня больше восточного напоминает города. Это очень приятно. Да, у нас, к счастью, остались еще дома старые, у нас еще есть места старые. И что мне очень нравится, что сегодня вот наши власти сегодня берегут эти дома. Когда переплетается старое с новым, сохраняется преемственность этого города, и мы можем с вами сказать, да, у этого города история, которая длится 200 лет. И не начинается эта история с 2007 года. Это был город, это есть город, и это будет город. Единого архитектурного стиля в период масштабного развития Грозного у города не было. На центральных улицах и проспектах можно и по сей день увидеть кладки в немецком, французском и английском стилях. И вот это переплетение прошлого и современного стиля в столице Чечни является, безусловно, свидетельством богатой истории и придает Грозному особый стиль. Ярким символом того, что где вот старое, новое и восстановлено, это, безусловно, проспект Победы, проспект Путина, на котором мы сегодня с вами сейчас располагаемся. Я очень люблю эту улицу, я очень люблю этот проспект. Наверное, очень мало в этом городе жителей, которые не любили бы нашу знаменитую эту аллею, которую мы сегодня с вами находимся. Это была и каштановая роща, была липовая роща, была. И радует то, что сегодня эти молодые деревца, как и наш с вами город, вновь расцветают. Эти деревца растут, они, видите, уже какие стали большие. И, безусловно, я очень люблю я этот проспект. Здесь, наверное, люблю потому, что на этом проспекте прошла вся моя жизнь. Наш Грозному можно, знаете, смело сказать, вот такой, знаете, что-то героический город. Он так же, как и люди, он все выстоял, он выстрадал, и он сегодня зацвел. Конечно, Грозный сегодня изменился до неузнаваемости. К нему уже давно вернулась слава не только самого красивого города на Кавказе, он по праву считается одним из лучших в стране. И в свои 200 лет Грозный не только не постарел, а наоборот стал моложе и привлекательнее. Ислам Магомадов, Руслан Яхяев, Дауд Куруев. Новости 7.